надо переходить, принимать неотложные меры по модернизации экономики, по наращиванию производственных мощностей. И в этом смысле инвестиционный климат является очень актуальным. Как вы знаете, 6 ноября прошлого года президент Кыргызской республики Алмазбек Шаршенович в своем выступлении перед депутатами Джогорку Кенеша сказал, что Кыргызстану в кратчайшие сроки надо добиться своей финансовой и экономической независимости. Это будет происходить только благодаря, если мы сможем привлечь инвестиции, улучшить инвестиционный климат в стране. И, соответственно, президент обозначил, что надо добиваться имиджа Кыргызской республики как рая для бизнеса. Поэтому сегодняшнее исследование является очень актуальным. Это взгляд самих инвесторов, их видение проблем, которые они сталкиваются ежедневно при ведении бизнеса в Кыргызской республике. Поэтому для государственных органов, для самих бизнес-ассоциаций будет очень интересно ознакомиться с результатами сегодняшнего исследования, рассмотреть внимательно рекомендации, которые подготовлены проектом по улучшению инвестиционного климата, и взять их, я думаю, на вооружение, и благодаря, возможно, каким-то рекомендациям мы можем значительно улучшить инвестиционный климат в нашей стране, привлечь инвестиции и добиться экономического роста в такое непростое для региональной экономики время. Я надеюсь, что дискуссии будут очень плодотворными, очень эффективными. Мы подчеркнем очень много знаний, взглядов, которые здесь представители различных ассоциаций, органов обсудят, обменяются мнениями. И я рад, что я открываю такое хорошее мероприятие сегодня. Спасибо. Спасибо большое. И я хотел бы передать слово представителю Министерства экономики, руководителю управления, которое занимается инвестиционной политикой, Аразбекову Алымбеку. Мы работаем в тесном контакте с управлением, с министерством в целом. Без них эта работа была бы невозможна, я имею в виду та, которую мы сегодня представляем. И без, наверное, ложной скромности могу сказать, что нам с министерством легко работать, потому что оно прислушивается к нашим рекомендациям. Конечно, не все возможно сделать моментально, быстро, но тем не менее у нас очень хороший рабочий контакт. И поэтому я хочу передать слово господину Аразбеку, пожалуйста. Доброе утро, участники сегодняшнего круглого стола. Я являюсь начальником управления инвестиций ГЧП Министерства экономики. Вот как было уже отмечено господином Саульком, мы работаем в тесном контакте с данной программой и также по другим направлениям, со Всемирным банком, с другими донорскими организациями. И как вот уже было отмечено Айбеком Джумабаевичем, инвестиции в настоящее время, они действительно необходимы, особенно в такой период, когда идет тенденция в нашем регионе по спаду экономик, сказывается кризис, который уже говорят по оценке некоторых экспертов на пике, по другим данным, что он еще продолжится. И здесь Министерство экономики, являясь основным министерством именно в разработке инвестиционной политики, прикладывает очень много усилий. За последние годы мы добились определенных успехов. Я думаю, что в будущем они обязательно скажутся на инвестиционной привлекательности нашей страны, на улучшении бизнес-среды. В частности, хотел бы отметить за последние годы это открытие агентства по продвижению инвестиций, которое сейчас активно уже работает и показывает первые результаты. Это улучшение позиций Кыргызской республики в рейтинге Doing Business. Тоже эту работу мы проводили вот как раз с данной программой. И здесь отдельную благодарность хотелось бы выразить Всемирному банку. Также
получение кредитного рейтинга страны. Как вы знаете, Кыргызстаном был получен кредитный рейтинг от двух очень авторитетных агентств, S&P и Moody's. Мы также считаем, что это повлияет положительно на инвестиционный климат страны. Но я не буду останавливаться на тех реформах. Я думаю, в процессе мы можем некоторые из них обсудить. Здесь хотелось бы поблагодарить Всемирный банк, в частности, Международную финансовую корпорацию за тот вклад, который они делают в развитие нашей страны. В частности, хотелось бы отметить усилия Всемирного банка и IFC по проведению исследований в таких важных областях, как инвестиционный климат и бизнес-среда в рамках консультативных программ. Я считаю, это хорошая пища как для госорганов. Именно в нашей работе мы действительно прислушиваемся к данным исследованиям. Это не одно исследование, это серия исследований. В 2010 году проводилось исследование по инвестиционному климату глазами малого и среднего бизнеса. В 2013 году также по инвестиционному климату глазами предпринимателей. И вот эти все исследования мы берем на вооружение и пытаемся применять в той работе, которую мы сейчас проводим. Мы, в принципе, видим жизненный цикл инвестиций, и почему мы считаем важным именно обратить внимание на то, как инвесторы себя чувствуют в стране. Ну, понятно, что инвестиции начинаются с входа в страну, то есть люди оценивают по разным критериям, приходят, вносят свои деньги, начинают работать. После этого уже государство должно работать над защитой инвестиций. Вот это, на наш взгляд, наиболее важный аспект, потому что гораздо важнее по результатам наших исследований сохранить те инвестиции, которые уже пришли в страну, то есть работать с инвесторами для того, чтобы им жилось комфортно и они не хотели закрывать свой бизнес и уходить. Вот и с этой вот концепцией в уме мы наше исследование построили, и поэтому цель исследования, она, собственно, этому и соответствует. То есть мы хотели, на что они обращают внимание, и если они уходят, то почему. То есть вот это были основные цели нашего исследования. Методология, мы ограничились Бишкеком и Чуйской областью, потому что не было смысла ехать в другие регионы. Основные иностранные инвестиции сосредоточены здесь. И, в принципе, мнение иностранных инвесторов, как нам кажется, совпадает, в принципе, по стране. Поэтому мы фокусировали свои усилия именно на центре государства. Проводили, как я уже сказал, в 2014 году, то есть достаточно давно. Но, тем не менее, актуальность это исследование не потеряло. Почему? Потому что, в общем-то, проблемы, о которых мы будем говорить позже в презентации, они остаются теми же самыми. Ну и, наконец, количество предприятий – это 200 действующих и 100 недействующих, то есть тех, которые по разным причинам закрыли свой бизнес и страну покинули. Так, структура отчета соответствует целям. Не долго останавливаться. И теперь первый наш вопрос. Почему выбирают Кыргызстан? То есть критериев много. Вы можете видеть, что нету какого-то одного пика, то есть нету какой-то единственной причины, почему люди приходят. Наиболее, наверное, значимо это размеры внутреннего рынка, хотя вроде рынок небольшой, но, наверное, просто это результат того, что нету огромных инвесторов в стране. Это супер большие корпорации. Для тех, кто пришел, размер внутреннего рынка играет значение. То есть это было важной причиной. Ну и потом мы уже переходим к законодательству. То есть простота регистрации бизнеса, простота получения лицензии, разрешения, бизнес-ориентированное законодательство. То есть вот это три таких компонента, которые тоже можно выделить, они чуть-чуть выше, чем остальные. Другие вещи уже, наверное, не так сильно влияют на выбор страны для инвестирования. Очень много часто пишут в прессе о, например, дешевой рабочей силе, но вы видите, что этот показатель не на первом месте. То есть люди не так сильно обращают на это внимание. Доступ к информации об открытии бизнеса, потому что понятно, что любой инвестор, иностранец, он перед тем, как приехать в страну, он изучает информацию. И вот доступ к этой информации, это очень важно для того, чтобы инвестора не просто заинтересовать, а для того, чтобы он принял решение в эту страну прийти. И тут мы видим, что есть, несмотря на то, что вроде и достаточно большой процент сказал, что
видим, что есть над чем работать. То есть в первую очередь, я думаю, что есть смысл обратить внимание на инвесторов из стран, которые не входят в страны СНГ. То есть вы видите, что для стран СНГ вроде легче всего получить. Для стран, которые входят в другие страны, как мы говорим, то есть это не СНГ и не группа самых развитых стран ОЭСР, это другие страны, но это огромный компонент, который может тоже принести большие деньги в страну. Для них мы видим, что получить информацию достаточно сложно. Может быть, потому что они не нашли информации на доступном для них языке, может, по каким-то другим причинам, но тем не менее. Очень важный показатель – это неофициальные платежи. Смотрите, неофициальные платежи делали 20%. Это только те, кто признали. То есть понятно, что люди не очень хотят говорить об этом открыто, и даже если они где-то что-то платили, они, как правило, не раскрывают эту информацию. И вот даже если 20% сказали, признались в том, что они делали неофициальные платежи, то это очень большой показатель, на наш взгляд. Это говорит о том, что несмотря на то, что законодательство прописано вроде бы достаточно неплохо и признается как одним из таких наиболее бизнес-ориентированных, бизнес-дружелюбных, тем не менее, в некоторых случаях, как мы видим на графике, как минимум 20%, людям приходится делать давать какие-то взятки. То есть это достаточно большой процент, означает, что законодательство плохо внедрено. То есть не выполняется, либо чиновники недобросовестные, либо что-то еще. Ну, это, конечно же, не только при открытии каких-то малых компаний, то есть не просто, грубо говоря, регистрация бизнеса, то есть тут речь идет и о других вещах, необходимых для начала бизнеса, как получение разрешений, там, лицензий, но вот тем не менее, реальная жизнь, они сталкиваются уже с тем, что на самом деле в государстве происходит. И тут, наверное, нужно обратить внимание в первую очередь на коррупцию, низкую прозрачность и предсказуемость действий правительства. То есть огромный процент, 80% инвесторов жалуются на вот эти две вещи. То есть, про коррупцию говорить много не нужно, тут вы сами все понимаете. Когда речь заходит о низкой прозрачности, то тут просто мы можем говорить о том, что несмотря на то, что законы прописаны неплохо, инвесторы не уверены в том, что эти законы будут меняться, не уверены в том, что они будут применяться так, как нужно. И самое главное, что они не уверены в том, что они смогут защитить свои права, потому что они, как иностранцы, читают то, что написано на бумаге, а в реальности могут столкнуться с чем-то другим. И вот это два показателя, которые тоже влияют на то, что инвесторам придется не очень, может быть, не так хорошо, как хотелось. Вот это более детальный слайд, который показывает в процентах уже, сколько людей считают, сколько инвесторов считают тот или иной фактор, проблему значимой, незначимой или крайне значимой. И вот тут тоже я выделю коррупцию, потому что очень большой показатель. 43% считают это крайне значимым фактором. И низкая прозрачность, предсказуемость действий органов власти, то есть 41%. Крайне значимым считает этот фактор. Основные причины для жалоб. То есть уже когда инвестор работает в стране, он сталкивается с теми или иными проблемами. То есть до этого мы говорили просто о их каких-то субъективных ощущениях. А сейчас мы уже говорим о конкретных жалобах, то есть проблемах, которые вылились не просто в недовольство, а в жалобы, которые они высказывают правительству или своим партнерам по бизнесу. И это зеленый цвет. Третье. Инвесторов свои жалобы связывают с тем, что непрозрачно принимаются те или иные государственные решения. Это имеется в виду не только ЖКРП КНЭШ или правительство, это и судебная система, но в целом то, что касается государственного аппарата. И непредсказуемые, произвольные и непоследовательные действия правительства. Это сиреневый цвет, 31%. То есть вы видите, что 2/3 жалоб, они связаны не с какими-то объективными вещами, не с тем, что там законы плохо написаны, а с тем, что можно исправить, наверное, просто если какую-то политическую волю применить и заставить людей более ответственно подходить к своей, может быть, работе. И вот это более детальная уже презентация того, что, собственно, инвесторы думают. Тут вы видите, что 43% инвесторов испытывают жалобы, не испытывают, а испытывают проблемы с органами государственными, и как следствие они жалуются на эти органы. Это вот
график, то есть в среднем 43%. И вот это то, о чем я говорил, что представители стран СНГ жалуются чуть-чуть меньше среднего, представители развитых стран, которые входят в клуб ОСР, жалуются больше, то есть 56, почти 57%. То есть ничего удивительного в этом нет, конечно, но просто говорит о том, что представители развитых стран, они не так хорошо могут жить в той среде, которая, к сожалению, у нас в постсоветском пространстве присутствует. Да? То есть им сложнее решать какие-то вопросы неофициальными путями, поэтому они жалуются. Вот результат 56%. Так. Ну, а вот теперь самое главное. То есть это все была как бы предыстория, а вот это уже те результаты, которые государство на себе испытывает. То есть можно много говорить там о жалобах, но пока мы не переходим к подсчету конкретных денег в кошельке, то это ни о чем не говорит. А вот это уже конкретные деньги. То есть это сокращение инвестиций в результате действий государственных органов. То есть с одной стороны может показаться, что не очень много, да, но с другой стороны, смотрите, другие страны 41%, 35% это страны развитые, которые представители этих стран или полностью закрыли бизнес, или сократили свой бизнес в результате действий государственных органов. То есть это уже реальные потери для государства, для бюджета, для людей, которые работали в этом бизнесе. То есть это то, что на себе каждый гражданин может уже ощутить. Следующий интересный момент – это преференции. Мы очень часто слышим, что преференции – это вот такая вещь, которая привлекает инвесторов в страну. Ну и вот по результатам нашего исследования, которое на самом деле очень похоже на результаты исследований в других странах, инвесторы не очень много внимания обращают на такие преференции. Непрозрачность, некачественно выписанные критерии получения этих преференций или непрозрачность критериев предоставления этих преференций. Ну, как результат, вот красный график, это красная часть показывает то, что люди просто не знают красный график это показывает то, что люди знали о преференциях, но понимали, что они не соответствуют критериям их получения. Но тем не менее они в страну пришли. А синий график показывает то, что люди просто не были заинтересованы в льготах. То есть они ориентировались на какие-то другие показатели, но не на льготы. Это просто говорит о том, что льготы и преференции приводят к затратам государственного бюджета, к тому, что огромное количество государственных служащих тратит свое время на оценку или на предоставление этих льгот, но на самом деле для инвесторов это не так уж и важно. Следующий этап жизни бизнеса – это закрытие бизнеса. И тут, в общем-то, не на что пожаловаться, потому что информация о закрытии бизнеса хорошо доступна, легко ее получить, и свидетельством тому есть то, что 43% используют государственные органы, то есть официальные источники информации. Поэтому тут, в принципе, все нормально. А вот когда мы уже переходим к основным причинам закрытия бизнеса, то вот этот график на самом деле достаточно тревожный, потому что только третья, вот эта вот колонка, треть бизнеса закрывается или сокращается по причинам убыточности. А почти 2/3, ну или больше 50% закрывается по причине действий государства. То есть это коррупция, низкая прозрачность и предсказуемость действий правительства. То есть опять-таки это не связано с какими-то рыночными условиями, с объективными условиями. Это то, что государство может исправить. И вот одна из тоже интересных цифр, которую мы хотели показать, это оценка координации процесса закрытия бизнеса. Оно звучит сложно, но говорит о том, что когда люди начинают закрывать бизнес, то они сталкиваются с тем, что, ну, грубо говоря, получают справку в одном органе, чтобы отнести эту справку в другой орган. То есть низкая координация между органами власти, и на самом деле правительство могло бы тоже обратить на это внимание, сделать процесс закрытия компании легким и прозрачным. Почему это важно? Потому что часто очень бытует такое мнение, что закрывают, значит уже они никому не интересны. Но на самом деле это не так, потому что закрытие компании
компании означает то, что активы освобождаются, они могут быть вложены в другой бизнес, то есть станки начинают работать на другом предприятии, люди инвестируются в другую компанию. Поэтому легкость закрытия бизнеса – это очень важный показатель и очень важно для того, чтобы реинвестирование продолжалось, чтобы бизнес не замораживался полностью, а просто переходил в какие-то другие формы, менял собственника или меняли, может быть, вид производства или еще что-то, но в любом случае, чтобы компании, активы не были заморожены. Так, а теперь я хотел бы перейти к жалобам, то есть жалобам инвесторов и тому, как происходит управление, скажем так, этими жалобами. Тут, к сожалению, график у нас как-то не переводится почему-то, но в нашей брошюрке, в книжечке он есть. Вот тут мы можем видеть, что основным методом решения жалоб для представителей стран ОЭСР является консультация с государственными органами. То есть они предпочитают решать свои проблемы официальным путем обращения в органы власти. И поэтому я думаю, что вот этот процесс консультации с государственными органами, ввиду его важности для инвесторов, он должен быть построен максимально эффективно, мы чуть-чуть позже об этом поговорим, чтобы люди, если они решают уже пожаловаться, они могли свою жалобу очень быстро решить и не доводить ее до суда. Потому что если доходит дело уже до суда, то тут, как говорится, уже начинается драка, которую можно было бы решить до этого мирно. Интересный график, который показывает эффективность действующих институтов. Зеленая часть, вот эта вот зеленая, 62,8%, это негативная оценка эффективности органов власти. То есть речь тут идет о жалобах. То есть люди предпочитают обращаться официальным путем в органы власти. После того, как они обратились, они говорят, что эффективность этих обращений была очень низкая, то есть им не помогли. То есть 62%, очень большой показатель. Удовлетворительный 29%, почти 30%. И хороший всего 7%. То есть вы видите, что, скажем так, 93-92% так или иначе не были удовлетворены своим опытом общения с органами власти. И вот тут я хотел бы вернуться к своей теме о том, что на самом деле очень важно сохранять тех инвесторов, которые уже пришли в страну. Потому что по нашим исследованиям в других странах, если так скажем, сравнить те издержки, которые тратятся на привлечение нового клиента, они в 6 раз примерно превышают те издержки, которые происходят при сохранении старого существующего клиента. И кроме этого, очень часто люди инвестируют в страну после того, как они пообщались со своими партнерами, поэтому мнение тех инвесторов, которые уже работают в стране, оно очень важно для привлечения новых. Которая из опыта развитых стран, что 60-75% 60-75% это реинвестирование, и около только 32% это новые инвестиции. То есть реинвестирование, это очень важно. Реинвестирование означает, что человек не должен испытывать каких-то проблем, не должен хотеть уйти из этой страны. То есть если он вкладывает свою прибыль в свою компанию в этой стране, это означает, что он хочет и дальше здесь работать. И правый график, не буду его комментировать, прибыль – это реинвестирование, то есть чем больше мы реинвестируем, то тем больше мы привлекаем новых инвестиций. Я знаю проблемы банковского сектора в целом, я знаю проблемы монетарной политики в целом. Но не стоит забывать, что около 40% у нас теневая экономика, правильно? Если взять китайско-кыргызскую границу, там большинство платежей осуществляются в наличной форме. Там тоже есть все эти проблемы. Последние годы, если взять, очень много было случаев, когда
грабили предприниматели, и суммы, скажем, были не такие уж маленькие. Да? То есть это говорит о том, что все-таки какая-то проблема в банковском секторе существует, что больше людей предпочитают осуществлять операции в наличных. Да, Анвар Карикевич, можно я закончу? Я, честно говоря, очень рад быть здесь, но мне, к сожалению, надо бежать по другим делам. Я хотел бы выразить благодарность АФС за проведение такого круглого стола, за проведение такого исследования. В принципе, это не последняя инстанция, да, истины. Да? Есть много чего, что можно обсуждать, о чем разговаривать. Исследование покрывало где-то 80% малого и среднего бизнеса. Только где-то около 18%, насколько я помню, был там крупный бизнес. То есть именно инициатива шла со стороны малого и среднего бизнеса. То, что какие проблемы они сталкиваются при ведении бизнеса в Казахстане. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех участников. Желаю вам плодотворного и интересного обсуждения. Я думаю, что очень много будет сказано, высказано, очень много... Государственных органов. Ну, здесь вот хотелось бы думать, что реальный процент прекративших, так же, как и параллель тех людей, которые хотели с утра делать зарядку или идти на пробежку каждое утро. Хотелось бы узнать, если, какая процентовка реально прекративших, да, опрошенных инвесторов. Помимо этого, вот, был здесь момент еще, я тоже хотел бы. Ресурсов и так далее. Но это тоже можно делать. То есть, в принципе, инвестиционное агентство уже над этим работает, поэтому тут нельзя сказать, что не уделяется этому внимания. Канат правильно абсолютно говорит, работа идет. Просто нужно эту работу продолжать. Спасибо. Позвольте, от торгово-промышленной палаты, Комитета по поддержке иностранного бизнеса, Шашиев Искендер, также Ассоциация иностранных инвесторов. У нас вот в исследовании мы не увидели, возможно, у вас было, хотелось бы задать вопрос. Вот сейчас к нам обращаются инвесторы с небольшим капиталом, в основном за счет личных связей, которые приезжают, да, в нашу страну. Причем они хотели бы получать инвестиционную визу, но чаще всего у них где-то от 50 до 20 тысяч долларов инвестиций, то есть в этом диапазоне. А по законодательству нашей страны инвестиционную визу можно получить только если вложить в республику 500 тысяч долларов. Да? К тому же в истории за последние несколько лет было выдано всего 6 или 7 инвестиционных виз. И даже в этом случае их члены семьи, когда инвестор собирается привести членов семьи и начать здесь деятельность, жизнь, семье не предоставляется инвестиционная виза, и семье выдвигаются новые требования. Соответственно, им нужно получать либо туристическую, либо гостевую, что-то такое. Да? Также возникает проблема у наших резидентов с получением вида на жительство, да? ПНЖ, ВНЖ. То есть, если вы иностранный инвестор, вы не можете просто так получить вид на жительство, потому что вашу эту задачу, примерно это затягивается на полгода, вопрос получения вида на жительство. Есть квоты 1200, да, на этот год где-то, 1200 видов на жительство. При этом рабочие квоты 14 тысяч, да, на этот год. В прошлом году было около 12. И 900 на ВНЖ. Получается, что нужно заплатить какие-то неофициальные платежи, чтобы получить вид на жительство, потому что судьбу этого документа решает 5 или 6 ведомств. При этом, если иметь неосторожность попытаться все на общих основаниях сделать, то инвестору просто не выдается, да, этот документ. Заявляется, что квота исчерпана, и так далее. Вот такие моменты мы сталкиваемся. И хотели бы у вас спросить, в вашем исследовании вы сталкивались также с подобными запросами, потому что, по нашему мнению, нужно очень серьезно приняться за изменение законодательства в этом направлении, потому что одно дело заманить инвестора, другое дело предоставить ему легальный статус, чтобы он здесь работал. Третье дело помочь членам его семьи воссоединиться, да, на время работы инвестора в нашей республике. И четвертое дело это полностью снять все барьеры, которые касаются именно дальнейшего пребывания после
сроков, определенных законодательством. Ну, например, по истечении года или по истечении 5 лет. Ну, в нашем законодательстве также зафиксировано, что инвестору можно выдавать вид на жительство не более чем на 5 лет. Ну, например, такие то есть, моменты. Мы не поднимали этот вопрос, то есть мы не рассматривали вот такие более персональные, что ли, проблемы, да? Хотя они на самом деле тоже не персональные, а связаны с ведением бизнеса. Ну и тут, наверное, все-таки больше такой политический аспект, особенно с инвестиционными визами, тут просто государство тоже ищет баланс. Да, вот. Хотя, если в целом, то есть мое личное мнение, что визовый режим должен быть максимально либеральным. То есть он и так уже неплох, то есть есть большое количество стран, которые могут безвизово приезжать. Да? Можно просто дальше над этим работать. Но опять-таки я тут не берусь делать детальные комментарии, это не то, что мы исследовали. Я, наверное, прокомментирую вот, по количеству виз в год примерно. Сейчас я не могу назвать точную дату, потому что мы данную функцию мы передали в агентство по продвижению инвестиций. Раньше этим занималось наше управление. В год примерно выдается около 50 инвестиционных виз. То есть это количество намного больше. Соответственно, что касается вот, вида на жительство и уже вот, именно, как вы говорите, да, легального статуса инвесторов, Кыргызской республики, воссоединения с семьей, здесь, как господин Асвальдов уже успел отметить, есть как бы тоже политический момент, как вы все это понимаете. Но в любом случае, как бы вот в настоящее время Министерством экономики в части именно выдачи инвестиционных виз, привлечения высококвалифицированной рабочей силы сюда, в Кыргызскую республику, принимаются определенные шаги, и мы над этим работаем. Я думаю, сейчас ситуация она стала получше, намного прозрачнее, чем раньше это все приводилось. К самому исследованию тоже я вот хотел здесь небольшой комментарий сказать. Здесь, как уже успели отметить, данное исследование оно проводилось в 2014 году. И не многие, но есть моменты, которые уже, в принципе, нами были реализованы. И, естественно, может быть, где-то они ждут, то есть необходимые там доработки. Это тот же вот, эта внедренная система по умолчанию знак согласия, да, она была принята сравнительно недавно, и я думаю, что здесь мы будем тоже прилагать усилия, чтобы данный принцип он был таким рабочим и как бы не тормозил, да, по неизвестным причинам. Вот. Также хотелось бы отметить вот, относительно непредсказуемости и непоследовательности действий правительства. В прошлом году мы приняли изменения в закон по режиму стабилизации, и я думаю, вот как раз вот эти изменения, они будут влиять на определенные именно условия, да, ведения бизнеса здесь, в Кыргызской республике, для определенных инвесторов. И я думаю, вот как раз на вот этот индикатор оно повлияет. Также, как уже было сказано, насчет информации по инвестиционным стимулам, вот, в CFC было разработано руководство для инвесторов по инвестиционным стимулам в Кыргызской республике. И дальше будет проводиться работа вот по оптимизации вот этой части, по выявлению нерабочих стимулов, по улучшению некоторых стимулов. Здесь необходимо отметить, вот господин Асавалюк сказал, что при введении инвестиционных стимулов как бы, в части конкуренции здесь идут определенные последствия. Но здесь надо отметить, что инвестиционные стимулы, то есть правительство рассматривает его как инструмент для того, чтобы развивать те сектора, которые нам необходимы. Да? И здесь основная часть, ни для кого не секрет, это наш агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, оно играет очень большую роль. Поэтому, я думаю, здесь будет работа проводиться, но инвестиционные стимулы, я считаю, что в дальнейшем мы будем уделять также большое внимание по работе вот в этой части и будем применять определенные усилия. Что касается рассмотрения жалоб и
досудебного разбирательства. Вот, как было отмечено, было создано агентство, и в настоящее время проводится работа по расширению функций данного агентства именно в части защиты инвесторов, в части досудебного рассмотрения жалоб инвесторов, решения инвестиционных споров. Я думаю, здесь мы в скором будущем также по данному индикатору у нас будут улучшения, и я думаю, инвесторы оценят. Спасибо. Лейла Саралаева, главный редактор газеты «Новые лица». Я хотела узнать, что говорят иностранные инвесторы в части коррупции в Кыргызстане. С какой коррупцией они сталкиваются на этих уровнях? Приходится ли это каким-то образом, незаконным образом решать? Мы ничего не можем сказать, таких вопросов мы задавали, но в целом вы видели на графиках, что достаточно большой процент жалуется на коррупцию. Но я хотел бы вернуться назад к комментариям, потому что к подобным ответам нужно относиться тоже с определенной долей осторожности. То есть мы не ставим, безусловно, под сомнение пропорцию, но в то же время понятно, что люди, когда им задают вопросы там, о коррупции или о чем-то еще таком, они имеют тенденцию не то чтобы жаловаться, да, но говорить, что есть проблемы. То есть это те вещи, о которых люди говорят, даже если нет каких-то конкретных проявлений. Поэтому тут тоже нужно, может быть, немножко с осторожностью относиться к абсолютным величинам, но в то же время пропорция тоже, на мой взгляд, достаточно тревожна. То есть не будем говорить о каких-то трудности ведения бизнеса. Вот наш график, 80% жаловались на трудности с коррупцией, 80% на низкую прозрачность. То есть и тут же речь может идти о совершенно разных уровнях, начиная от общения с инспектором дорожной полиции, заканчивая более высокими уровнями. Не конкретизировали, Мы да? Нет, не конкретизировали, потому что о конкретных случаях люди все-таки предпочитают не говорить. Просто для информации, может, добавлю, недавно, буквально вчера, было выступление председателя Совета обороны, который информировал о улучшении рейтинга по Transparency International, по восприятию коррупции в Кыргызской республике на 13 позиций. Незначительно, но, по крайней мере, динамика очень положительная, прогресс наблюдается в этом направлении. Я вот добавлю еще, что нельзя сказать, что ничего не происходит в стране. Вот буквально сегодня, вчера или раньше, когда едешь по городу, то бросаются в глаза огромные плакаты, что если столкнулся с коррупцией, то обращайся. То есть все-таки и Совет обороны тоже занимается этим достаточно давно уже и целенаправленно. Поэтому определенная борьба ведется. Другое дело, что одномоментно это не исчезает. Еще одна интересная инициатива, которая с помощью нашего проекта была запущена буквально недавно, это так называемый механизм обратной связи. Мы его сделали с двумя наибольшими инспекциями. Это Гостехинспекция, Госэкотехинспекция и санитарный департамент. То есть можно, во-первых, по результатам инспекции каждый проверенный человек будет получать предложение заполнить анкету. Во-вторых, можно с сайтов заходить, с сайта проверка КИГ, я надеюсь, с сайта Минэкономики в ближайшее время, с сайтов этих инспекций. То есть человек может зайти, анонимно заполнить анкету, высказать свое мнение о том, как проводилась проверка, какие были проблемы в результате этой проверки. То есть, с одной стороны, это не охватывает, конечно, всех аспектов, да, возможно. С другой стороны, госконтроль – это очень важная часть ведения бизнеса, это то, на что бизнесмены жалуются чаще всего. Поэтому тоже определенная работа ведется, и я думаю, что со временем в результате будут определенные результаты. Можно, да? Карушакова Гульмира, Центр развития квалификации. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что пригласили на такую очень интересную тему. И вы знаете, вот сейчас мы работаем в регионах и соприкасаемся именно с теми самыми инвесторами, которые находятся в регионах. Большинство инвесторов, они соприкасаются напрямую с органами местного самоуправления, с муниципальными службами. И вот эти проблемы, о которых вы говорите, они напрямую, именно там они все это ощущают. Вы знаете, что мы заметили? Ведь местные органы самоуправления, муниципальные службы, они в некоторых, даже в большинстве, можно сказать, вопросов, связанных с инвестиционной политикой, некомпетентны.
почему рождается вот эта система. Вот здесь, конечно, было шикарно проведено было, конечно, исследование. Очень хорошие цифры, очень хорошие показатели. Но надо было обратить внимание именно непосредственно на тех прямых контактеров с инвесторами, которые есть на местах. Вот вы посмотрели Чуйскую область. В Чуйской области в основном те иностранные инвесторы, которые работают у нас и дают действительно ощутимый вклад в бюджет, они напрямую работают с местными органами и с муниципальными структурами. И там вот эти проблемы. Вот это очень важно. Не может Министерство экономики нести ответственность за работу, допустим, органов местного самоуправления. Да, Министерство экономики делает большую работу, очень большие достижения есть. Надо их поблагодарить и признать это. Но пока государство наше не обратит внимание на проблемы на органах местного самоуправления, на их компетентность, на их понимание важности инвестора, у нас эти места будут иметь место, у нас эти проблемы будут иметь место. И также вопрос социального взрыва, политического взрыва, оно тоже будет иметь место. Вот это важный вопрос. Я хотела просто обратиться в Министерство экономики и обратить на этот вопрос. Все-таки вы ключевое, важное министерство, которое формируете стратегические, социально-экономического развития вопросы. И хотелось бы обратить ваше внимание на это. Здесь я тоже хотел сразу прокомментировать. Те обозначенные проблемы, они действительно существуют, мы это признаем. И также Министерством экономики здесь проводится работа. Вот, в частности, сегодня выезжает группа с Министерства экономики, группа, состоящая из по таким направлениям, как бизнес, работа с бизнесом, с предпринимателями, АПИ, наше управление политики природных ресурсов. Они выезжают как раз сегодня в Талас, это в рамках той программы, которая была подготовлена министерством для работы с регионами. И как раз там они сегодня будут собирать, не сегодня, завтра с утра будут собирать представителей бизнеса, чтобы послушать, какие проблемы существуют на местах для решения. Также были приглашены местные администрации, местные органы власти, чтобы обсудить данные проблемы и найти какие-то решения. В рамках также этой поездки будет разъяснительная работа по вступлению Кыргызской Республики в ЕС, разъяснительная работа по ГЧП, по государственно-частному партнерству, потому что нам в этой области тоже необходимо повышать потенциал как местных органов, так и именно мотивировать частные круги участвовать в данном направлении. Поэтому здесь работа проводится, мы об этом знаем, это проблема, она давно стоит, и здесь мы тоже предлагаем усилия. Естественно, вот эти комментарии, которые вы сказали, мы возьмем на заметку. Спасибо. Бакадей Кандай, Министерство транспорта, отдел стратегического развития и инвестиций. Я хотел бы отметить и поддержать Минэконом в этом направлении, о котором сейчас сказали. Действительно, на местах проблема. Сети таксокапы не понимает о том, что такое инвестор и как ему помочь. То есть он совсем другой позиции на него смотрит. У меня именно такой вопрос из этих, наверное, к Сергею Васильевичу, из этих 19 рекомендаций, сколько были имплементированы законодательство отслеживать? Из тех рекомендаций, которые в презентации представлены, насколько я знаю, ничего еще не было имплементировано, потому что мы старались их сделать актуальнее. Может быть, мы что-то пропустили, но мне кажется, нет. Нет, здесь можно сказать, что те рекомендации, которые даны, они носят такой широкий характер. То есть по некоторым рекомендациям были предприняты определенные шаги. Вот то, что я отметил, это режим стабилизации, то, что мы сейчас вносим изменения в агентство по продвижению
инвестиций, тот реестр инвестиционных стимулов и руководство, которое к нему было разработано. То есть какие-то шаги были предприняты. Соответственно, те рекомендации, они до сих пор актуальны, потому что там есть поле для дальнейших действий, там как бы существует еще очень много работы, которые необходимо провести. Вот. А некоторые шаги, они были предприняты. Ну, это в силу того, что данное как бы исследование, оно делалось немного раньше, и вот, за это время предприятие были сделаны. Ну и определенные планы по дальнейшей, также по улучшению инвестиционного климата у нас есть. У нас разработана программа по улучшению позиций Кыргызской Республики в рейтинге Doing Business. Там очень такая, я думаю, хорошая программа, и если мы ее сможем реализовать в этом году, мы, я думаю, улучшим наши позиции, так и, соответственно, облегчим жизнь нашим инвесторам, предпринимателям, бизнес-кругам, которые вот здесь в Кыргызской Республике работают. Ну, много мер как бы предпринимается, и сейчас я просто не хочу отбирать время у данной программы, потому что у нас есть конкретная тема, это вот сегодняшнее исследование. Если необходимая информация, в принципе, у нас сайт Министерства экономики, он постоянно обновляется, мы проводим работу, вы можете зайти посмотреть все те реформы, которые были сделаны. Очень много реформ проведено в лицензионно-разрешительной сфере, как бы тоже можете ознакомиться на сайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте несколько слов добавить. Сабеков Маншбек, отдел налоговой политики Министерства экономики. Относительно рекомендаций, вот пересмотр льгот и преференций. Данная норма, да, вот приложение есть и в национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики, и в концепции фискальной политики, утвержденной в 2015 году. И по нему уже начата работа. Приказом Министерства экономики создана межведомственная рабочая группа, которая работает. И мы должны понимать, что преференции — это, с одной стороны, и потери бюджета, да, мы даем определенные льготы, но в то же время мы должны понимать, что льготы, они являются важным фактором и в плане улучшения инвестиционного климата, и поддержки бизнеса. И мы должны рассмотреть, какие эффективные льготы, какие нет, и, возможно, будут внесены изменения, да, в законодательство. Спасибо. Если позволите, тоже несколько слов хотел добавить. Руководитель управления таможенной политики и нетарифного регулирования Талайбек Бикташ, Министерства экономики. В части данного исследования я хотел прежде всего поблагодарить Всемирный банк, IFC, Сергея Саварыкова за презентацию. Очень понравились вопросники, ответы, которые представили. То есть здесь в этом плане хотел бы сказать, что хотелось бы, чтобы, так как они были проведены в начале 2014 года, хотелось бы, чтобы рассмотреть возможность, чтобы такие исследования проводились там как бы на постоянной основе, потому что благодаря этим исследованиям это как бы индикатор, мы видим ситуацию в инвестклимате в республике, ситуацию в регионе. Например, в 2014 году мы еще не были участниками таможенного союза, сейчас мы уже являемся участниками Евразийского экономического союза. Соответственно, какая-то ситуация при выборе инвесторов в нашей республике уже как-то меняется в другую сторону, так как рынок становится более емким. Кроме того, мы видим, конечно, какие есть у нас недочеты, об этом говорилось. И хотелось бы, чтобы мы могли как бы иметь возможность мониторить его на постоянной основе в этом плане. И хотел немножко то, что говорилось о рекомендациях, хотел просто как бы пожелания в будущих исследованиях, как бы хотел, чтобы вот эти все-таки рекомендации, мне кажется, немножко носят какой-то формальный, расплывчатый характер. Хотелось бы, чтобы эти рекомендации впредь имели более конкретную направленность, да, более четко. Наверное, может быть, здесь не хватило экспертов, может быть, сам проект не позволял, но эти 14 рекомендаций, по идее, они имеют очень широкий круг вопросов, они на самом деле должны
предприятия с чистого листа. Есть предприятие Браунфилд, то есть модернизация уже или освоение уже имеющихся цеха, производства. Вот по части предложений видов налогов. Скажем, начать с условий для, точнее, просчитать возможность, дать возможность инвестору отбить свои, скажем, вложенные средства под капитальные вложения, расходы по капитальным вложениям через налоговые преференции. Потому что это ключевой момент. Инвестор вкладывает деньги, потом он вступает в поле, которое окружено большим риском. Здесь вот суть этих рисков, она приводится. Китайцы говорят, все, многие, наверное, слышали. В Кыргызстане они называют как страной, куда заманивают инвесторов, потом закрывают ворота и начинают прессовать. Это многих пугает. И почему бы не начать с заботы именно о капитальном вложении инвесторов? То есть, если они вкладывают огромные деньги, не может дать им уверенность, что и конкретные сроки, и механизм, что в течение года, 2-3 в рамках их политики окупаемости, да, прогнозов, государство даст им возможность, скажем, списать эти деньги через налоги, посредством того же НДС и налога на прибыль. Я, наверное, прокомментирую. В первую очередь хотелось бы отметить, что данные налоговые преференции, они не помогут отбить эти денежные средства в очень короткие сроки. Это зависит конкретно от самого проекта, от самого инвестора, как будет налажена работа и так далее. В этом плане тоже сейчас мы рассматриваем стратегию по развитию индустриальных парков. Вот в рамках данных индустриальных парков будут определенные преференции. Но опять же, здесь вот вы сейчас обозначили, что китайские инвесторы говорят, что Кыргызстан вот работает по вот такому принципу. Ну, у китайских инвесторов своя специфика есть ведения бизнеса. Как бы об этом тоже нужно смотреть. Здесь не надо, по крайней мере, вот в настоящее время я вам могу заявить, что в настоящее время есть все необходимые инструменты, может быть, где-то они не на полную мощь работают, но все необходимые инструменты, чтобы инвестор работал здесь в легальном поле и избегал, то есть работая по закону, чтобы он избегал, вот как вы говорите, вот этого прессования. Вот. И эту часть мы тоже над этим работаем, мы улучшаем. Если раньше инвестор заходил и искал здесь какого-то покровителя, особенно китайские инвесторы, да, в лице высокопоставленных чиновников, то сейчас ситуация меняется. Вот я вам могу сказать, что в агентство очень много приходит сейчас инвесторов, которые сами понимают, что начав бизнес законно, они потом обезопасивают себя именно вот от таких проявлений, да, как вы говорите, прессования и так далее. Конечно, оно раньше случалось, почему? Да потому что инвестор приходил, находил себе покровителя, этот покровитель уходил, а потом оказывалось, что он где-то с нарушением закона определенные эти проводил там, или бизнес вел, или при установлении своего бизнеса. Соответственно, за это цеплялись определенные органы и, как вы говорите, прессовали. То есть инвестор сейчас должен понимать, если он сюда приходит, все делает по закону, начинает свой бизнес по закону, ведет свой бизнес по закону, то он себя обезопасит от такого рода проявлений. И это как бы основной такой посыл, что... Ну, здесь правильно сказали. Можно, вот заведомо это не приведет к желаемым результатам. Да? То есть мы будем экспериментировать на предоставлении дополнительных льгот. То есть в конце мы убедимся, что это не столь эффективно для привлечения инвесторов. Помимо этого, вот у министерства, как у органа, которые ответственны за разработку самой инвестиционной политики, основная задача создать условия. То есть мы не беремся брать на себя такие гарантии по возврату инвестиций. То есть есть определенные коммерческие риски, которые инвестор должен нести сам. Наша задача создать те условия, в которых они могут пробовать свои какие-то бизнес-идеи, если они удаются
то они могут развиваться, получать доход. Если нет, тогда извините. Ну, это коммерческий вопрос. Коммерческие риски, которые нести должны инвесторы. Я еще можно добавлю, да? Также, вот, если уже говорить о рисках, далее, вот, та новая, ну, сравнительно новая концепция ГЧП, которую мы сейчас продвигаем, она, в принципе, дает возможность инвестору разделить некоторые риски с правительством. Да? Ну, это определенные как бы, сферы и так далее. Здесь я, когда говорил, что уже есть определенные инструменты для того, чтобы инвестор, приходя сюда, он себя чувствовал и защищенным, но для этого инвестор сам тоже должен приложить определенные усилия. Да? Например, вот тот закон, который мы приняли по ГЧП, изменения в законодательство определенные внесли, создали институты для продвижения ГЧП. Но, к сожалению, сейчас вот частных инвесторов мы не видим вот активности. Вот здесь вот, если бы они здесь поактивнее были бы, может быть, вот в этом плане мы делаем очень большую ставку на ГЧП. И я думаю, что когда инвесторы уже, то есть мы начнем реализовывать какие-то проекты, то там мы уже увидим, что есть определенные и результаты, и именно вот этот принцип, он работает и дает определенные как бы гарантии, да, инвестору. В части агентства по продвижению инвестиций, вот вы сказали, созданы определенные инструменты для стимулирования. Там есть реестр инвестиционных преференций, в котором говорится, что инвестору потенциально предлагается 8 видов налогов, 5 или 7, точнее 7 или 8 видов, скажем, регулирования этих налогов. Основной стимул приводится на квотированное лицензирование, скажем, освобождение от 1 или 2 видов налогов. Так вопрос не в том, что достаточно ли это, скажем, заведомо лишать себя таких больших удельных налогов, как НДС и налог на прибыль, государственный бюджет. Вопрос в том, что мы можем, точнее, что может государство гарантировать для того, чтобы вложенные деньги, и как он можно прописать это, или же нормативно-правовые акты надо создавать, разрабатывать и утверждать, дать гарантии иностранному инвестору. Вкладывает он $1 миллион в новое производство с чистого листа. Так, государство, почему вы не предложите условия? Сказать, в течение 2 лет, если он определяет себе срок окупаемости, то посредством НДС или налога на прибыль у него есть возможность, скажем, государство может списать эти налоги и дать ему возможность, скажем, выйти на окупаемость бизнеса. Дальнейший вопрос прибыли и такие споры, о которых мы сегодня говорим, да, факторы, влияющие на иностранных инвесторов, они станут менее болезненными. То есть уже вопрос инвестиционной привлекательности будет совсем на другом уровне. Вложенные деньги. Но если мы дадим и создадим условия для того, чтобы они могли вернуть свои вложенные деньги, а потом уже спорить о прибыли и добросовестности ведения бизнеса, это уже второй вопрос. Как мы можем... Моя личная позиция в том, что любая мера, которая подразумевает в себе какое-то ограничение, то есть если вы даете льготы не всем, а только новым, например, она создает сложности для всех остальных. Во-первых. Во-вторых, она создает возможности для злоупотреблений, потому что сегодня вы открыли компанию, 2 года поработали, через 2 года закрылись, открыли опять компанию, и вы работаете без налогов постоянно. То есть это все создает сложности для администрирования, и поэтому с моей точки зрения это не совсем тот путь, который может стимулировать экономику. Есть другие инструменты, но они должны распространяться на всех. Например, амортизационная политика, это то, о чем вы говорили, то есть стимулирование вложения в основной фонд. Можно сделать там, маленький совсем налог на прибыль, но амортизационная политика настолько будет бестолковой, что люди не захотят покупать станки, строить здания. Можно сделать наоборот, так как это, кстати, в большинстве западных стран. Достаточно большой налог на прибыль, но разумная амортизационная политика, когда вы на свои расходы можете списывать очень много и таким образом уменьшать налог на сам налог. Да? Но не просто уменьшать его путем покупки себе мобильного телефона или там еще чего-нибудь, а путем вложения в основные средства, там, путем реинвестирования. Вот это те меры, которые могут действительно привести
почему-то развития. Но они должны распространяться на всех, не на ту отрасль, которую государство решило, что она приоритетная, почему-то по каким-то причинам, и не на тот район. Ну, хотя по районам есть нюансы, то есть если есть депрессивные районы, там можно стимулировать, но это другой вопрос. Но в целом не должно быть каких-то таких дискреционных мер, которые одних выделяют, ставят выше, чем другие. То есть рынок должен сам регулировать. Ну, тут это тоже вопрос еще и политический, тут тоже есть нюансы. Можно добавить? Уже отмечено, да, что рабочая группа, и на самом деле мы хотим так очень обоснованно, да, поработать в этом направлении и как бы вот по методике, да, вот, предоставления льгот и преференций. Также уже отмечено, что определенным там категориям, да, тоже у нас в соответствии с налоговым кодексом есть принципы справедливости, да, единства, там, чтобы как бы единые, да, были для всех. По, уже сказали, да, индустриальные парки, у нас есть СЭЗы, то есть определенные зоны, да, с таким льготным налогообложением. Также по, вот вы сказали, год-два поработать. С другой стороны, и государство тут о себе, да, должно думать. У нас рисковать, вот вы сказали, да, год-два поработать, да, и с другой стороны, бизнес же это тоже риск. То есть они пускай вкладывают миллион, да, но кто знает, может быть они не прибыльны, может быть у них какие-то просчеты, проблемы будут, и они в убытке, да, убыток уйдут, но это же не как бы проблема ну, в том плане, что есть риск, да, бизнес это риск. И кто будет гарантировать, что он 100% будет с прибылью работать, да, и потом он, когда все окупит и как бы начнет, да, давать там, с другой стороны, есть такой риск. И также хотел бы отметить, что в Джоркинеш у нас законопроект находится вот по как раз таки дотационным районам, и где прописано, что если предприятие образовывается, да, вот именно если будут определены по критериям, да, районы дотационные, полностью будут освобождаться от налогов, да, налог на прибыль, там, земельный налог. И уже пойдет там градация через год-два, уже 50%, то есть не 10%, как налог на прибыль сейчас, а 5%. И вот тогда с градацией, и это как бы своего рода стимулирование и, во-первых, районов дотационных, чтобы там были производства, рабочие места и местные органы, да, как бы получали доход. И в то же время и для инвесторов, да, то есть как бы приходят ноль, да, буквально вот первые годы, чтобы стать, да, на ноги, они не платят никаких налогов. Вот, то есть мы тоже работаем в этом направлении и надеюсь, как бы результаты будут. Спасибо. Сергей, вы когда исследование проводили, вы мне скажите, на какой отрасль, на какой сектор больше инвесторов? У нас же много секторов отрасли, да? И на какой отрасли вообще нету инвесторов? И почему не интересуются? Вот такие вопросы смотрели, когда исследование проводили? Если есть данные у вас, то ответьте, пожалуйста. Ну, у нас есть методология в этом исследовании брошюрки, вы там можете посмотреть. Я, честно говоря, сейчас не помню по процентам. Мы старались сделать исследование таким репрезентативным, то есть взять равное или более-менее равное количество представителей разных отраслей. То есть, ну, вот как Айбек сказал, что если по размеру смотреть, то большинство там представителей малого и среднего, больших компаний меньше чуть-чуть. Но это тоже связано с тем, что на самом деле иностранных инвесторов не так много, поэтому если, допустим, мы опрашиваем весь бизнес по всей стране, то тогда выборка действительно репрезентативная, там все отрасли представлены. Если там только 200 компаний иностранных, то очень сложно сделать репрезентативной, поэтому ну, там то, что есть, те, кого мы нашли. Вот. По процентам я не помню, а там можно посмотреть. Хорошо, спасибо. На сегодняшний день ситуация такая. Объем производства у нас по итогам 2014 года был 5,5 миллиардов. Сбыт 2,4 миллиарда. При этом экспорт 1,8 миллиарда. Склады наших субъектов были полностью забиты готовой продукцией. Конкретных преференций они по стимулированию они пока не ощущают.
Почему? На сегодняшний день СЭС, система льгот СЭС, это 2% отчислять от полученной выручки в бюджет генеральной дирекции. Поддержки со стороны государства именно с бытовой политики они полностью не ощущают. Есть предположение, что сейчас разрабатывается положение СЭС, в котором говорится, что субъекты, которые работают на экспорт, будут перечислять не 2%, а 1%. Но я вам скажу честно, из 110 субъектов СЭС более 80 участники внутреннего рынка. То есть логика создания свободной экономической зоны, она полностью нарушена. Идет масштабная спекуляция. Хорошо, почему бы нам тогда не обратить эту политику на разворот национальной стратегии устойчивого развития? Давайте тогда примем политику импортозамещения. Давайте постепенно вытеснять импортные товары тогда с прилавков наших именно продовольственного сектора. Или же, если Министерство экономики готово предложить бытовое содействие с бытовой политики, приглашайте трейдерские компании. Давайте выкупать квоты тогда у наших же субъектов. Давайте перекладывать ответственность, скажем, на этих трейдеров, скажем, вопросы экспорта. Пускай они продвигают и проталкивают наши товары, скажем, хотя бы в таможенном союзе, в России отдаленные рынки. То есть нужно принять решение по части, как мы будем помогать инвесторам, какие условия мы предлагаем инвесторам, чтобы гарантировать ему возврат вложенных средств. Его интересует, скажем, инвестклимат Кыргызстана ровно до тех пор, пока он не окупает свои вложенные средства. После этого его начинает интересовать уже макроэкономическая политика. Поэтому, мне кажется, как раз, наверное, многие из вас знают, да, сейчас начинает запуск процесса разработки новой национальной стратегии устойчивого развития до 18-23 и до 30 года. Давайте принимать принципиальное решение. Или мы работаем на импортозамещение, разрабатываем национальную программу, или же мы стимулируем, то есть привлекаем альтернативные финансовые инструменты, трейдеров. А что касается гарантии инвесторов, то все-таки есть настойчивое предложение. Рассмотреть возможности, не лишать заведомо бюджет. Потом чем будем заполнять бюджет? Это самая больная тема Минфина. Мы заранее лишаем себя НДС, там по части, скажем, реестра инвестиционных преференций, там есть такое освобождение от НДС на 6 лет. Кто дал право лишать бюджет на 6 лет 12% дохода от конкретного сектора бизнеса? Никто. Можно я этот момент только? На 6 лет вы имеете в виду переработчиков сельхозпродукции, да? Да. Вы знаете, да, мы особое внимание уделяем аграрному сектору и, в частности, переработчикам сельхозпродукции. И они также освобождены от НДС и от налога на прибыль, вы, наверное, знаете. И в 2015 году НДС до 2018 года, да, он действует, по налогу на прибыль должен был истечь срок в 2015 году. Вот. Но 31 декабря, наверное, многие знаете, Джордж Кенеш принял закон, инициированный Министерством экономики. И там была отмена НСП, налог с продаж, единый налог, там определенно это. И в частности налог на прибыль, депутаты сами предложили и также продлили до 2018 года. Эти льготы, да, сделаны для того, что и в связи с вступлением в Евразийский союз, поддержка, да, переработчикам сельхозпродукции и в целом поддержка данного сектора. То есть и мы считаем, что это обоснованно и это нужно. Понятно. Просто предложение не сколько, скажем, не по налогам, по аграрному сектору, да, это приоритетный наш сектор экономики. Вопрос. Потом спросят за выпадение бюджета за счет создания, скажем, преференций по отдельным видам налогов. На НДС и налог на прибыль это самый имеет высокий удел, 12-10%. Вопрос не в этом. Давайте не облегчать налогами. Давайте думать над тем, как и чем гарантируют возврат вложенных средств. Посчитать, сколько мы в итоге потеряем через 2-3 года по реестру агентства по продвижению инвестиций.
по каждому виду налогов с привязкой каждой отрасли, да, соответствующей, будут огромные выпадения. Мы не зарабатываем столько много. У нас не индустриальная страна. Вопрос, через 3 года чем будем пополнять бюджет? И это, кстати, прерогатива Министерства экономики. Спасибо большое. На самом деле, да, мы учтем ваше предложение. И я уже сказал, что мы также будем анализ проводить по льготам. И также вот ваше предложение по возвратности, да, также это рассмотрим. Спасибо. Возвратность зачем рассматривать? Это же не экономическая категория. Как можно гарантировать возврат? Нет, Бизнес само предполагает риск. Никто не может гарантировать, никто в мире не может гарантировать возврат инвестиций. Это нужно за конкурентоспособностью условий следить. А при чем тут возврат? Возврат это другая категория. Полностью Не экономическая. И до этого я уже... Мы уже несколько раз проговорили. Зачем надо? Да, я уже сказал, что... А вы не соглашаетесь до конца. Не надо говорить соглашайтесь. Нет, я не согласился, я сказал, что рассмотрим. Посмотрим, рассмотрим. Ну, это был очень такой дипломатический отказ. Это здорово. Спасибо вам большое за дискуссию. И я еще раз хочу напомнить, что у нас, вот, возвращаясь к вашему вопросу, в конце книжечки есть вся информация о исследовании. Вот на 53-й странице есть разбивка по отраслям, все ответы детальные, поэтому можно смотреть на каждый вопрос отдельно. Спасибо еще раз большое за дискуссию интересную. У нас на первом этаже фуршет, чтобы мы могли продолжить нашу дискуссию в неформальной обстановке, может быть более горячей. Поэтому я всех приглашаю. Уровень своих вложений за действия государственных органов. И тут вот примерно одинаковая пропорция, как из стран, которые входят в наиболее развитые, так и из менее развитых, но чуть-чуть больше из тех, которые не входят в АСР, примерно одинаково. А вот это вот уже в деньгах. То есть мы посчитали, что примерно 22% опрошенных компаний изменили свои будущие инвестиционные планы на сумму вот от 10 тысяч до 35 миллионов. Ну просто разный масштаб компании, но тем не менее это говорит о том, что даже большие инвестиции не состоялись ввиду каких-то проблем. И тоже тревожная цифра, что 58% заявили, что рассматривают возможность прекратить деятельность. То есть уже 22 они изменили планы, а 58 рассматривают такую возможность, что тоже очень тревожно. Я думаю, что если с этими 58% поработать, то может быть хороший результат. Вот теперь я перехожу к нашим рекомендациям. Я не буду все это читать, просто буквально в нескольких словах. Во-первых, мы рекомендуем упростить условия открытия компаний. То есть, с одной стороны, в законодательстве достаточно неплохо все прописано, с другой стороны, на практике время открытия компании занимает гораздо больше, чем это написано в законе. Ну и такие, может быть, банальные вещи, как упразднить требования перерегистрации или ввести регистрацию в режиме онлайн, это то, что в большинстве стран уже работает, это то, что людям может помочь сократить свое время. Вот это наше предложение по разрешению инвестиционных споров вот в таком красивом цветном графике, просто чтобы, может быть, визуализировать то, о чем я уже говорил, что если инвестиция сохранена, то это для государства гораздо больший плюс, чем если, скажем так, инвестор не просто уходит из страны, а начинает ссориться с государством, идти в суд. То есть суды – это затраты для всех, и для государства, и для инвестора. Мы сейчас можем посмотреть, что государство, Кыргызстан, достаточно большое количество дел ведет в различных международных инстанциях. До судов не доводить. Как это сделать? Тут механизмов может быть много, есть опыт других стран. Если в двух словах, то мы предлагаем наделить какой-нибудь орган, это может быть либо Министерство экономики, либо агентство по привлечению инвестиций, правом помогать инвесторам разрешать их споры. То есть это не просто должно быть на словах, это должно быть документально, законодательно зафиксированное право, чтобы люди могли, я имею в виду сотрудники этого органа, работать с другими органами власти, с министерствами, ведомствами, агентствами,
чтобы это было вроде как бизнес-фасилитации или медиации, чтобы сводить инвестора с причиной того или иного спора или жалобы. И результатом должно быть разрешение спора, чтобы, во-первых, инвестор не ушел из страны, но, во-вторых, инвестор не шел в суд и не судился за какие-то свои нарушенные права. По улучшению ведения бизнеса. Несмотря на то, что вот мы говорим, что разрешение лицензии не являются большой проблемой, тем не менее есть потенциал для улучшения эффективности работы этой сферы. Можно сокращать время, которое тратится на разрешение, можно вводить современные принципы, которые работают в других странах. Это тоже принцип молчаливого согласия, который в законе прописан, но не работает. Это декларативный принцип, который очень важен для малого бизнеса, чтобы открывать нерисковые какие-то виды деятельности, которого в законе вообще нет. Навести опять-таки порядок с унифицированием, потому что мы знаем, что есть закон, там есть постановление, поэтому не совсем прозрачно вся система работает. Ну и, наконец, ввести онлайн-выдачу разрешений, хотя бы для некоторых, чтобы людям было легче работать. То есть это в первую очередь важно для тех, кто не имеет опыта работы в стране, то есть для иностранцев. По инвестиционным льготам мы делали отдельное исследование некоторое время назад. Мы сделали анализ всего законодательства, сделали реестр инвестиционных льгот и преференций, которых оказалось около 80. О том, что их 80 мало кто знает в стране, то есть и сами инвесторы не знают, и государственные службы часто не знают. То есть мы сделали такой консолидированный список. Ну и тем не менее мы можем сказать, что этот список на самом деле не работает для привлечения инвесторов. Ну или, может быть, работает не так эффективно, как должен был. Поэтому был бы смысл пересмотреть все эти льготы и преференции, как минимум провести анализ, может быть, некоторых наиболее важных из них, чтобы посчитать, сколько денег государство потратило и сколько оно получило в результате действия той или иной льготы. Идет не только о ликвидации в результате банкротства, но и добровольной ликвидации. То есть, если человек хочет закрыть свою компанию по каким-то причинам, то сделать ему это очень несложно. Поэтому тут тоже есть потенциал для упрощения. Ну, вот это были основные наши выводы и рекомендации. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.